закончил Русский госуниверситет, физмат. Да, закончил. Работал в школе, в колледжах, вышел в университет, колледж при университете, завкафедры, информатики, экономики. Да, решил себя тоже попробовать. А зачем вы пошли учиться? Что Ну, есть такая фраза: тварь я окружающая или имею право, решил проверить все-таки свои способности, смогу ли вы я только проверить или дальше развиваться. То есть это вот еще одна ступенька в моей жизни, не останавливаться в развитии и что-то получить. после школы 21 у вас не будет проблем с трудоустройством? Очередь будет. Но я надеюсь, что я все-таки пройду первый этап. А у вас какое образование? У меня выше, повыше. А что заканчивали? Я заканчивал ГУ по математике и политех. Питерский политех, земляк вообще. Не, ну так, слушайте, конечно, вам, ребят, повезло, профи-то. А где вы работаете? Он МГУ и Питерский политех. Конечно, у них база шикарная, поэтому ребята вокруг него... Керновский, я вам скажу, что вот эта постройка, введение школы 21, да, знаете, вам спасибо. Вот. Я знаете, почему говорю? Для молодежи, и потом применить они могут свои знания же Конечно, на территории России в любой точке. Компания, так дело в том, что сети есть, если офис есть сети, какая разница, откуда они работают, важна команда. И вот они сейчас вот соберутся в команду, мы отсюда сейчас стараемся выпускать команду. А командами, да? Конечно, они уже здесь, они пройдут здесь огонь, воду, медную трубу, все, уже сложится лидер команды, они смогут командой прямо трудоустроиться. Два образования, да, на МГУ, Питерский политех. Он все бросает и идет учиться. Но это означает, что у него внутри ядерный двигатель есть. И он здесь получит такие навыки, но очевидно, вот за такого человека в очередь мы встанем, Яндекс встанет в очередь, ВКонтакте встанет в очередь, еще куча других людей. У него будет выбор, кого выбрать. Сколько вам лет? Мне 42. 42 года. Вот самый сок. Он понимает, что ему надо. И он выберет направление. По этому направлению пойдет на стажировку. Что вы хотите делать? Ну, на самом деле, хочу собрать действительно команду хорошую. И в стартап или что? Или пойти на работу? Ну, дальше посмотрим, точно не Ну, определился. вот либо они стартап. Здесь все берут для стартапа акселератор свой. Мы их обучаем делать бизнес. Мы приглашаем лучших бизнес-тренеров. Мы даем им знания. Уже не только знания технические, но и финансовые, экономические знания, как управлять, как строить бизнес, как делать маркетинг. Мы помогаем их искать инвесторов. То есть мы приглашаем питчинг-сессии, каждому из них дается 5 минут на то, чтобы он презентовал свой проект. И мы лучшим мы даем гранты. Лучше. Да, мы примерно в год обрабатываем 1800 стартапов. Все они проходят через наш акселератор. 30 лучших мы им даем от миллиона до 5 миллионов рублей гранта. Если здесь Михаил Сергеевич еще сделает офис, где могут компании, типа нас, создавать филиалы свои, то если он команду соберет, он может перейти просто, сесть на работу и прямо отсюда работать командой. Потому что один человек не сможет работать. Команда нужна. Нужна команда, да. И они поработают сначала у нас в центральном офисе, ребята там натаскают их, все перезнакомятся, а потом одна команда будет сидеть удаленно работать. 14 разных специальностей. То есть они получают базу сначала, потом второй уровень, конечно, там уже нужно немножко больше математическая подготовка, поэтому здесь верить кого только нет. Да. Но уже ребята помогают опытные, да, шикарная база математическая. Он будет помогать этих ребят натаскивать математику. У кого-то английский не очень. Будет обязательно кто-то с хорошим английским. Он будет помогать всем. Они все с одной стороны конкурируют, а с другой стороны они все друг с другом общаются. Дополняют друг друга. И тот, кто не умеет контактировать, он не пройдет. Не пройдет. Нет. И в этом тоже для нас Коммуникабельность тоже. это главное. У нас это спорт командный у нас, не одиночка. Одиночка ничего не решает. Поэтому
все эти одиночки не отсеиваются, а сюда входят только люди уже с Команда. высочайшей мотивацией, с хорошими скиллсами. Надо же, у него свое задание, надо же сейчас к нему как-то подойти, чтобы он мне помог. А у него свои дедлайны там, поэтому это так вот надо найти подход.